Классика татарской литературы на театральных подмостках. В театре Тинчурина прошла премьера спектакля «Юсуф и Зулейха». Как вечная поэма покоряет современного зрителя, увидел Артем Шарипов. Финальная сцена финального танца – это последняя репетиция перед выходом на сцену. Герои после круговорота жизни в круговороте танца и в объятиях друг друга. Чтобы поставить игру на сцене, нужно поставить себя на место героя, вжиться в роль. Юсуф в своей жизни был бедняком, пленником, султаном, всегда при этом сохраняя в себе честность и справедливость. Образы героев пьесы, по словам актеров, актуальны всегда. Юсуф, он не просто характерный образ, он как идеал идет, в моем понимании, потому что он все время говорит только правду. Он не боится ничего. Юсуф и Зулейхи, они и в сегодняшнем мире живут, они среди нас. Репетиции шли месяцами, актеров подбирали тоже очень долго. Рамис Каримов, начинающий актер, ему всего 16 лет. Сложность сменилась слаженностью, когда Рамис почувствовал своего героя. Герой хороший, мне он нравится, у него много положительных качеств. И чтобы сыграть роль, нужно пропустить ее через себя. После этого все получится. Здесь, в театре Карима Тинчурина, главные герои книжных страниц оживают на сцене. По замыслу режиссера постановки Рашида Загидуллина на сцене живут не только главные герои поэмы, но и сам автор Кулгали. Его роль исполнил заслуженный артист Республики Татарстан Салим Мифтахов. «Кыса и Юсуф» — это не только классика татарской литературы. С этого произведения фактически началась татарская литература. Сам спектакль «Юсуф и Зулейха» ставился по пьесе Нурмухамеда Хисамова, в основе которой лежала поэма Кулгали. А в этом году сказанию о Юсуфе исполняется 790 лет. Кулгали изучить надо. У нас ведь даже улицы есть Кулгали, да? Вот если есть улицы, например, почему не должны, вот, например, молодое поколение не знать его? Должны знать. Снова увидеть старую новую пьесу можно будет в новом юбилейном для театра Тинчурина сезоне. Показывать зрителям ее будут 2 раза в месяц. Артем Шарипов, Игорь Романов, столица.